Под бурные аплодисменты на сцену выходят лучшие татарстанские школьники, победители республиканских и всероссийских олимпиад. Среди них Ильяна Маслова. Восьмиклассница победила в республиканской олимпиаде по мировой художественной культуре. МХК – это знание архитектуры, живописи, музыки. И вот все эти знания ты пишешь на листке, который тебе дают. Я помню задание про библиотеку, где надо было составить собственную библиотеку и вписать туда книги, которые ты знаешь. Камиля Хабибуллина – двухкратный победитель республиканских и призер международных олимпиад по татарскому языку. Ученица Адамнар Алабуга уверена – главное – любить предмет. Секрет в том, что у тебя всегда были силы в него углубляться, чтобы ты хотел его изучать, не заставлял, а именно хотел. В этом учебном году сборная татарстанских школьников на всероссийских олимпиадах завоевала 207 призовых мест. 37 ребят – абсолютные победители. Чаще всего ребята выбирали технологию. Среди них и Данияр Акчурин из Казани. Учится в школе «Солнце» и мечтает стать робототехником. Его первый робот умел выявлять коррозию в нефтегазовых трубах. Это очень многосторонняя вещь такая, потому что нужно уметь и программировать, и 3D-моделировать, и паять, и совмещать в себе разные навыки. Сегодня чествовали 425 олимпиадников и 350 их учителей. Уже 12-й год подряд в рейтинге регионов лидеров по количеству победителей и призеров Татарстан на 3-м месте после Москвы и Московской области. А по качеству образования мы на 2-м после столицы. Считайте, что борьба шла, огромная борьба, такая жесткая борьба, конкуренция шла в течение учебного года между Санкт-Петербургом и Татарстаном. И мы победили. Это ваша победа. Каждый год количество олимпиадников увеличивается. Вот в этом году 11,5 тысяч, в 2 раза больше. Учеником года в Татарстане стал Ренат Каримов из лицея имени Лобачевского. Он победил во Всероссийской и Азиатско-Тихоокеанской олимпиадах по информатике. Я занимаюсь, потому что есть учитель в школе, он показал, что можно этим заниматься, меня затянуло, ну и дальше просто много лет по инерции это делаю. В университет есть разные варианты, также рассматриваю университет Иннополиса, Казанский федеральный университет, но также Высшую школу экономики в Москве. Победители и призеры всероссийских олимпиад получат от республики по 200 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно. Сирина Васильева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.